Почему Ирландия? Да, могу пойти работать дворником. Зарождение такой ирландской диаспоры. Ты чувствуешь эту оторванность от родительского дома, от Крыма? Первое, что меня удивило здесь, Если ты сам по себе бесполезный, по сути, да, то язык тебе не сильно поможет. многие и до этого держали в мысли куда-то уехать за лучшей жизнью. У меня как будто бы возникает, возможно, чувство ревности, что ли. У них такая же проблема, как у крымских татар. Вот они уехали, у них получилось, а вот мы здесь сидим, и вот как-то вот так вот. Если ты сидишь в одном казане, ты будешь пахнуть пловом. Наш народ, он вообще имеет право вот сейчас на распыление? Так, ну чё, Искендер, селям алейкум. Алейкум селям. Ты знаешь, я почему предложил тебе сделать такую запись вообще, ну, как бы поговорить. Буквально недавно просматривал видео, помнишь, когда ты во время пандемии ты приезжал ко мне в студию, и мы с тобой Да, конечно, помню. записывали такой выпуск, что, мол, как можно уехать во время пандемии, поехать там по Европе, поехать там в Скандинавию, там, ну, в общем, проехаться, скажем так. Скажи мне, пожалуйста, вот тогда ты мог себе представить, что ты будешь жить вот в этих местах? Нет, конечно, нет. Я и тогда, и, наверное, даже через год после этого не мог себе этого представить. Я, конечно, хотел, да, у меня в мечтах было где-то месяц пожить в какой-то другой стране. Но это только было в мечтах. Ну, пожить ты имеешь в виду как? Пожить, просто походить, посмотреть или прям работать, что-то делать? Как пожить? Пожить просто походить, посмотреть, потому что за месяц ты работать не начнешь. Ну, смотри, сейчас получается, ты обладаешь таким интересным опытом, когда ты можешь сравнить свои внутренние ощущения себя того и себя сегодняшнего, да, что сегодня с тобой происходит. Скажи мне, ты сам вообще поменялся внутренне как человек? Однозначно, да, конечно. Поменялся, это точно, потому что я не скажу, что кардинально что-то во мне поменялось. Я поменял некоторое отношение на некоторые вещи. Допустим, взять тоже образование. Если раньше я знал, что оно нужно, но сейчас я уверен просто, что образование хорошее, умение, знания, навыки и опыт — это прям самое необходимое, то, что нужно, потому что когда ты уезжаешь ни с чем, у тебя остается только твоя голова. Да. Мгм. А какой опыт, про какие знания ты говоришь? Потому что у нас здесь есть такая традиция 5 лет учиться, получить диплом и больше никогда в жизни его не открывать. Про какие знания ты говоришь? Абсолютно любые знания, которые могут принести тебе пользу, помогут выжить. Это может быть строительство, это может быть фотография, это может быть что-то из сферы образования. Но обязательно ты должен очень хорошо разбираться в этой теме, потому что в любом другом месте, даже и дома, если ты плохо разбираешься, люди это чувствуют, и успеха у тебя не будет. Поэтому очень важно углубляться, изучать, постоянно это делать, потому что мир меняется, информация приходит все новое и новое, и нам необходимо все это изучать, все повторять, пробовать и обязательно пробовать, потому что только читать, изучать этого недостаточно. Мгм. Скажи, вот ты говоришь, да, знания. Ты какое-то свое место э, ощутил вот в этом мире? Получается, смотри, то есть я могу сейчас как теоретик, да, размышлять, потому что такой опыт мне недоступен и пока что, да, и поэтому мне всегда было интересно. Вот ты говоришь, что ты перемещаешься из такого понятного родного места, да, где у тебя все понятно, в принципе, есть какой-то план на будущее,
и ты оказываешься вместе, ну, относительно враждебном и с другой чужой культурой. Вот ты свое место вот в этом мире, в этом новом мире, ты его ощутил или вот как это у тебя складывается? Нет, не ощутил. И если я правильно тебя понял, я сейчас скажу, здесь я нахожусь около 5 месяцев, и буквально пару недель назад до меня только дошло, я только понял, чем мне хотелось бы заниматься, что мне поможет в будущем и как я могу расти. Это ко мне пришло буквально пару недель назад, потому что до этого я все думал, а может фотография, а может это, а может вообще уехать куда-то в другую страну, а может то. И каждый день оно все менялось, знаешь. Ты думаешь, все, я уезжаю туда, все, ты решаешь, пару дней думаешь, нет, все-таки это не мое. Для меня важно ощущать и чувствовать, что это мое. Когда я это чувствую, то так Ну, намного легче жить. я понял. Ну, это как бы очень популярная сейчас история, да, найти свое, найти свое призвание, свое положение. Но давай как-то немножко конкретнее. Вот, к примеру, у тебя есть твое ремесло, да, ты умеешь фотографировать, у тебя есть какой-то бэкграунд, который связан с этой фотографией. Ты имеешь в виду, что ты нашел что-то другое, или ты понял, что эта фотография — это не про выживание в новом мире? Вот что, в чем здесь момент? Знаешь, по фотографии я уже давно принял решение уходить из коммерческих съемок, таких как свадьбы, в семейные фотосессии и все такое, потому что мне это стало неинтересным. И я очень долго думал, как я могу остаться в фотографии. Смотри, я немного перебью себя. Важно не только делать то, что ты любишь, но для меня еще и важно зарабатывать с этого деньги, которые я смогу тратить на то, что я люблю, кроме того, что делаю. А, Бизнес — это важно, деньги — это важно для меня. Поэтому я ищу золотую середину, где я буду неплохо зарабатывать, где я смогу это масштабировать, и также, где я смогу получать удовольствие от работы. Это не так просто на самом деле найти и обозначить это для себя и принять решение. Так, ну я понял. То есть, получается, сейчас ты под вот этим, ну мы можем сказать, под давлением тишины вот этой вот, да, ты вдруг понял, чем ты хочешь заниматься. Да, да. У меня эти мысли проскакивали давно, но только недавно я их оформил в своей голове, можно так сказать. Ну, это план на какое-то будущее или план на твое развитие? С чем это связано? Да, это план на будущее, на долгое-долгое будущее. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Конечно, через неделю я могу передумать, но я пока принял такое решение, и я надеюсь, что я буду работать в этом направлении. А тебе, у тебя нет такой нехватки твоих близких людей, которые, возможно, могли бы тебе как-то помочь советом, может быть, создать такую атмосферу, в которой ты бы принимал, скажем так, более правильные решения? Ты вообще как? Ты чувствуешь эту оторванность от родительского дома, от Крыма в принятии этого решения? Отвечу так. Однозначно, да, я скучаю по родителям, мне хотелось бы их видеть рядом, но я принимаю решение всегда сам. Я понимаю, что никто за меня не примет решение правильное. Знаешь, в чате часто спрашивают, куда лучше поехать? Нет, друзья, только вы сами можете решить, куда, зачем и почему. И я, в принципе, и дома всегда принимал решение сам. Поэтому ни друзья, ни знакомые, никто. Может, косвенно, да, влияли, но именно так, чтобы повлиять на мое решение существенно, нет. Ну хорошо. То есть получается, что, возможно, ты уже был готов к этому, вот вообще к этому пути, на котором ты сейчас находишься. Да, я думаю, это произошло очень вовремя для меня. Ну давай немножко отмотаем, скажем так, пленку. Получается, что ты 5 месяцев как уехал из Крыма, да? Да, я уехал. Так, я с октября здесь. Середина октября в Ирландии. А почему Ирландия? Я обосную, объясню тебе свой вопрос.
До этого для меня Ирландия это было там, не знаю, виски, это там, ну ты понял, да, то есть какой-то фильм может быть, документальный Да, фильм да. Птушкина про то, что там меняется постоянно погода, но тем не менее это было что-то недосягаемое, что-то очень далекое. Почему Ирландия? В какой момент ты вдруг понял, что я поеду туда? Ой, ну это вообще такая смешная история. В общем, мы приехали сюда с другом. Решение принималось в течение 10 минут. Мы размышляли так, куда мы можем поехать, что мы можем получить. Первый критерий для меня — это англоязычная страна, потому что английский хотя бы на базовом уровне я знал, на минимальном самом уровне. Мог сказать thank you or hello, how are you. А, Поэтому я выбирал англоязычную страну. Из доступных англоязычных стран оказалась Ирландия. И, в принципе, решение было принято так. Мы думали, в Испанию или в Ирландию, так анализируем. Испания — это испанский язык, я его совсем не знаю, он мне не пригодится в будущем, скорее всего. Испания мне нравится, классная, красивая страна, особенно юг Испании, теплая, блин, классно. Да, но язык, да, язык, Ирландия, все, решено, едем. Покупаем в тот же момент билеты и все готово. Это очень такое спонтанно обдуманное решение. Ну, смотри, говоря про доступные страны, ты имеешь в виду страны, в которых есть поддержка, да, для таких, как ты, то есть которые временно находятся не в своем доме. Я правильно понимаю? Доступные страны, да, где можно хотя бы рассчитывать на предоставление жилья. А в Испании это тоже такие программы есть, да? Нет, в Испании нет, но там жилье, в принципе, доступное, можно снимать самому. Порядка за 600-800 евро в месяц можно снимать неплохую квартиру в неплохом городке. Ну, подожди, подожди. То есть я имею такой опыт съема жилья, да, и я прекрасно понимаю, что когда ты находишься в стране, в которой у тебя еще нет работы, но уже есть аренда жилья и питание, это вызывает ряд проблем. То есть ты, ну, ты рассматривал такой вариант, что, ну, вот могу поехать в Испанию, ну, в принципе, чем-нибудь быстро начну заниматься, ну, что такое делать? Да, да, однозначно. Я рассматривал такой вариант, что я куда бы я ни поехал, я приеду такой крутой, начну всем заниматься, бизнес закрутится, буду снимать или что-то еще другое делать. Язык за месяц выучу, все, приезжаю. Ну, до сих пор я учу язык. И до сих пор я ничего не делаю, кроме как изучения языка и интеграции в общество. В принципе, больше ничего. Смотри, можешь мне объяснить человеку как своей культуры, что такое Ирландия сегодня? То есть, давай так, какие-то моменты, какие-то фрагменты, которые характеризуют эту страну, вообще это место. Смотри, Ирландию я могу охарактеризовать как большое село с высоким уровнем жизни. Вот реально это большое село, начиная с инфраструктуры, заканчивая архитектурой, банковская система, сами люди, это сельские люди. Вот, к примеру, это простые, хорошие люди, но они реально сельские. Не в обиду сельским, я сам вырос в селе, как бы 18 лет. Ну, подожди, подожди. Сельские, что это значит сельские? Сельские люди, в моем понимании, это люди, которые не беспокоятся о своем внешнем виде. Они одеваются, они могут в калошах выйти в город. Ну, Простые. это действительно вот простые такие люди. К примеру, вот я недавно был на фестивале еды. Ну, как фестиваль еды в селе, там небольшой зал, какая-то музыка играет, и люди из разных стран показывают свою еду. И вот девушка играет на гитаре и поет. Я вижу, что у нее микрофон только сверху и слышно только ее голос. Гитару не слышно. Я подхожу к ней и спрашиваю, может, я вам могу помочь второй микрофон поставить к гитаре? Она наклоняется ко мне и говорит, нет, я не умею вообще на гитаре играть. Может, вы поможете, сыграете? Вот это простые люди, знаешь, они просто берут и делают. Слушай, это может быть это про открытость, как бы? А, Может быть, может быть. Знаешь почему? У нас люди 20 лет рисуют картины и не могут назвать себя художниками. Может быть, это про
вот такую открытость и такую свободу. Ну, окей, кто судьи, вышла, спела, как смогла, сыграла, никаких проблем. То есть вот эти вот ожидания от человека, они сильно занижены, чем у нас. У нас очень высокие ожидания от человека. Возможно, возможно. У нас не то, что высокие ожидания от человека, у нас, наверное, высокие ожидания от самих себя. Мы очень стеснительны. Хотя, я скажу, здесь тоже очень стеснительные люди. Я иногда пытаюсь снимать незнакомцев. Я выхожу с фотоаппаратом и спрашиваю, могу ли я вас снять. Видно по лицу, что они очень стесняются этого. Они краснеют, отводят взгляд, извиняются, говорят, что спешат или что-то такое, но редко кто соглашается. Так, ну, с этим понятно. То есть, скажем так, присутствует некая местечковость, да, то есть это, наверное, связано и с технологиями, и с представлением о жизни, да? Да, но мне кажется, нужно копнуть историю и посмотреть, как Ирландия возрождалась. Высокий уровень жизни у них появился совсем недавно, буквально в 1970-х годах. Это была самая нищая страна, наверное. И люди своими усилиями просто взяли и подняли страну. Здесь люди реально с нищеты поднялись на неплохой уровень жизни. К примеру, я могу сказать, что самая простая работа. Ладно, дворник это непростая работа, но взять, что это невысококвалифицированная работа, да? Дворник в месяц здесь примерно зарабатывает 1700 евро в месяц. А ты можешь работать дворником? Я, да, могу пойти работать дворником, но я не хочу, потому что у меня приоритет выучить язык и уже работать там, где я хочу. Не, ну я ж тебя не упрекаю. А что ты дворником не идешь? Я же не про это. Я имею в виду, что Не-не, я понимаю. у тебя есть возможность официально работать, да? Да, есть, да. Так, хорошо. Ну, с этим понятно. Что еще характеризует эту страну? Вот что еще такого ты подметил, что для тебя, как крымчанина, было такое, ну, скажем так, да, заметно? Мгм. Знаешь, вот первое, что меня удивило здесь, вот прям я до сих пор удивляюсь, ты идешь по улице, абсолютно незнакомые люди поднимают руку, говорят «Hi, how are you?» Вот просто незнакомые люди здороваются с тобой, даже водители, вот ты идешь по трассе, да, по обочине, водители проезжают и поднимают руку, вот просто здороваются. Я не знаю, как это так. А там много машин проезжает? Нет, я живу более в деревенской части. Не так часто, но проезжают. И трактора проезжают. Абсолютно все здороваются. Ладно, вру, не абсолютно все, но процентов 95 здороваются. Ну, скажем так, назовем это friendly, да, то есть они очень дружелюбные. Да, очень дружелюбные. И, кстати, так как без автомобиля здесь, часто мне приходится голосовать и на попутках доезжать куда-нибудь. И часто реально люди подбирают и довозят туда, куда им не нужно было. Вот, допустим, ему ехать 10 километров, да, куда-то, а тебе 20. Он отвезет тебя туда, куда тебе нужно. Скажет, ничего страшного, хочу вам помочь и все такое. Это действительно здесь практикуется, и это меня удивляет до сих пор. Так, есть. Принято. Что еще? Кстати, у них язык же есть свой, ирландский. Да. И получается, что у них такая же проблема, как у крымских татар. Язык не знают большинство. Все разговаривают на английском, потому что ирландский как бы не нужен. И только-только начинают возрождать язык. И это создаются школы, Gaelic School, где изучение происходит на ирландском языке абсолютно всех предметов. Это не так, что дополнительный предмет ирландский, а все предметы изучаются на ирландском языке. Многие знаки здесь, все на ирландский язык переведены сейчас. Раньше этого не было. Ну, слушай, получается, что можно как-то на свои реалии, да, как-то перевести. Ну, понятно, что там и государство, это все известно. Но видишь, что интересно, даже у государства, когда у них есть своя государственность, возникают подобные проблемы.
Да, да, однозначно, да. Ну, я считаю, знаешь почему? Потому что здесь огромное влияние Великобритании, и как бы ирландский язык не совсем им и нужен. Поэтому Ну, они знают английский, который востребован во всем мире, и они как бы, ну, зачем нам ирландский? Но сейчас они, в то же принципе, самое, я думаю, пересмотрели. то же самое, что и у нас. Ты же понимаешь, проблема ровно такая же. То есть э, просто пытаемся понять, для чего нам этот язык нужен, кроме как вот это вот нашей идентичности, да, этнической. А куда его применять? Вот в чем большой вопрос. То есть нужно какие-то институты создавать, чтобы можно было потом его применять. Ладно, это тема отдельного разговора. Так, ну, Согласен. в принципе, я понимаю, имею представление, но еще есть такой момент, связан с погодой, да, то есть есть такое мнение, что погода такая интересная и, скажем так, непредсказуемая. Как у тебя шла акклиматизация, все равно это, скорее всего, другой климат, другая погода. Как у тебя это Мгм. происходило? Ну, смотри, когда я сюда собирался ехать, конечно же, я посмотрел особенности Ирландии. И все абсолютно пугали погодой, что здесь дожди постоянно, ветра, вообще непонятно, что с погодой. Я думал, ехать, не ехать, я же люблю тепло, я вырос в Судаке, я живу в Судаке. И все-таки приехал, и в принципе мне погода реально нравится. Она классная. Зимой здесь средняя температура от +7 до +15. Погода, в принципе, как настроение девушек. Это сейчас ты выходишь на улице солнечно, ни одной тучки, через 10 минут такая гроза может быть, что просто ты промокнешь до ниточки. И первое, что здесь я купил, это, конечно же, зонтик, но он не помогает, потому что дожди здесь с ветром, и, в принципе, ты просто привыкаешь к этой погоде. Вот ты собирался идти в магазин, да, на улице дождь, ты не обращаешь на него внимания. Ты выходишь и идешь в магазин, просто как обычно. Вот действительно, я к дождю настолько привык, что он для меня, вот я собирался идти фоткать, я пойду фоткать, потому что, ну, дождь и что поделать, ничего страшного. Я понял. Ну, в принципе, у нас в Крыму тоже погода такая. Не скажу, что прям стабильная, тоже может меняться. Ну, то есть, получается, снега особо нету, да, у тебя там? Нет, снега здесь вообще не бывает, но в этом году пошел снег буквально на час, и это был такой фурор в интернете, в Инстаграме, что вау, пошел снег, что это такое. Раз в 5 лет он, по-моему, здесь бывает, так, в общем, очень редко. Ну, ты живешь, я так понимаю, на юге, да? Да, я живу на юге Ирландии. Очень классно, что здесь вечно зеленые поля. Вот я живу, как я приехал в октябре, так и сейчас, они не меняются. Зеленая трава, зеленые деревья, некоторые растения тоже кустарники всякие зеленые. Это очень классно, красиво. В принципе, за вот это время, которое ты там пребываешь, ты уже привык, да, к этому месту? Да, я привык к этому месту, но я также понимаю, что я, скорее всего, отсюда уеду. Скорее всего, я еще не уверен, потому что мне хочется ощутить на себе жизнь в большом городе. Каком? Все-таки я вырос и не знаю в каком, куда занесет, но это должен быть большой современный город. Потому что я вырос и жил в Судаке, и мне интересен опыт жизни в другом большом городе, хотя бы таком же, как Судак. Ну, Судак, я бы не сказал, что это большой город. Это тоже там около А деревни. ладно, это шутка была. Кстати, Все, подловил. вспомнил один случай об ирландцах. Вот в первые же дни, как мы приехали, столкнулись с такой проблемой. Здесь розетки, получается, британского образца, где 3 штуки вставляются. Да, да, я понял. 3 коннектора, как правильно сказать. А у нас зарядки-то все обычные, такие евро. И, в общем, мы не можем зарядить телефон. Мы там и к телевизору подключали этот кабель в USB-порт, чтобы подзарядиться. Ну и на следующий день поехали в город в поисках этого переходника под наши розетки. Ищем мы эти переходники, нигде найти не можем. Заходим в строительный магазин и спрашиваем у мужика,
Извините, вы не подскажете, вот у нас такие зарядки, нужны переходники, где можно найти? Он думал, думал, думал и говорит, вот там где-то метров 500 туда пойдете, туда повернете, там будет магазин такой, туда зайдете и спросите у них. Мы хорошо, хорошо, выходим из магазина, стоим буквально секунд 20, он выходит, говорит, подождите пару минут, я сейчас куплю то, что мне нужно, и я вас отвезу. Он отвозит нас в этот магазин, а это было утром. Он отвозит нас в этот магазин, он еще не открыт, он стучится, выходит продавец, который там расставлял товар, и он объясняет ситуацию, вот ребята приехали, им нужны переходники, объяснил, рассказал, продавец ушел, вышел, вынес 3 переходника, нам в руки дает, мы такие, how much? Он говорит, ничего не нужно, это наш подарок вам, и все, мы такие в ступоре стоим. Это, конечно, недорогая вещь, где-то 5-6 евро одна штука стоит. В общем, он нам где-то 18 евро, 15 евро подарил. И все, мы пошли. Конечно, это был такой первый звоночек, что здесь люди действительно очень-очень классные, очень добры. Ну, это, кстати, да. То есть это реально характеризует человека как минимум. Плюс еще учитывая, что вы находитесь в статусе мигрантов. То есть вы Да, да. не местные жители, скажем так. А у нас к мигрантам, ну, я имею в виду совок, да, отношения, как бы мы все знаем. Да, да. Кстати, о приобретенных навыках. Здесь я, в принципе, научился готовить, потому что от безысходности приходится каждый день куховарить. И я уже и мясо готовлю, и жарю, и в духовке, овощи, всевозможные комбинации, каша такая, каша такая. Так вот, Ирландия – это же сельскохозяйственная страна. Здесь очень развито скотоводство, здесь выращивают многие культуры. Здесь вокруг, вот ты едешь куда-нибудь, и везде стадо барашек, стадо коров. И мясо здесь действительно очень вкусное. Ну и трава здесь круглогодичная, зеленая, поэтому, я думаю, с этим все и связано. И, кстати говоря, стоимость на продукты питания здесь действительно невысокая. Если сравнивать с Крымом, у нас многие позиции намного дороже, а качество здесь просто отменное. Здесь действительно вкусный сыр, здесь вкусное мясо, здесь вкусные овощи, здесь очень много разнообразия картошки. Допустим, взять сыр моцарелла, мне нравится, это такие кружочки в воде, которые я вот покупаю, это примерно, не примерно, 59 центов стоит вот такая штука, здесь 125 грамм чистого сыра. Я не знаю, сколько у нас будет это стоить, можно по курсу перевести и сравнить в магазине ближайшем. Так вот, мне кажется, крымчане действительно готовы к жизни где-нибудь в Европе или в других странах по стоимости на продукты питания. Вот такое у меня наблюдение. Ну что, классно, интересно. Так, теперь смотри, хорошо. Ну, то, что ты хочешь уехать жить в большом городе, в принципе, мне понятно. И я думаю, что тоже такой интересный, уникальный опыт. И обязательно стоит попробовать, в том числе для развития, да, то есть для развития своих навыков и так далее. Теперь смотри такой момент. В какой-то момент я начал слышать с разных сторон, от разных людей, что они или их родственники, или их друзья находятся в Ирландии. Даже такие смешные истории были, что люди тупо в автобусе встречались, ну, и, соответственно, без договора, да, в каком-то рейсовом автобусе встречались крымские татары, знали друг друга по имени, в общем, окликали друг друга. И у меня возникла такая мысль, что много крымских татар сейчас находится в Ирландии. Ты сам это ощущаешь, присутствие крымских татар в Ирландии, или ты как-то так обособленно в своем месте и как-то так локально, изолированно живешь? Честно, особо не ощущаю, кроме общения в общих чатах. Это такие
необходимые вопросы, где найти это, где можно как можно поехать туда. Ну, это такие бытовые вопросы, а именно общения нет, я не вижу такого, чтобы каждый друг за друга. Я думаю, ты это имеешь в виду, да, что мы каждый там друг другу поможем. Да, мы поможем в сложный момент, но мы не общаемся так каждый день. Да, я имею в виду зарождение такой ирландской диаспоры, которая такая, знаешь, всем помогает, все такие друг за друга. Вот это я имею в виду. Нет, я этого не вижу, если честно. К сожалению, нет. Каждый сам за себя, потому что у каждого свои планы, каждый думает, как выжить, каждый оказался в сложной ситуации, потому что это не так просто уехать куда-то. Если раньше я думал, что ты уехал, прям все, наслаждаешься, делаешь то, разговариваешь с людьми, нет, это очень-очень сложно. Ты чужак в любом месте, и тебе нужно начинать с нуля. У тебя нет знакомых, ты не можешь позвонить там кому-то, спросить, где машину починить, или чтобы тебя приехали, забрали, нет. Это нужно все создавать заново. Человеческие отношения, да, это Ну, сложно. я понял. Ну смотри, если мы берем, допустим, первый месяц, там, условный октябрь, да, когда пошла волна вот такого, скажем так, притока в Ирландию, тогда как бы понятно, такая общая настороженность, э, растерянность, да, какие-то непонятки, но я правильно понимаю, сейчас есть жилье, ну, то есть никто же не остался на улице, то есть у всех есть жилье, у всех есть пособие, и у всех есть, ну, нет проблем с питанием. Я правильно понимаю? Нет, нет проблем никаких, все спокойно, можно жить, сидеть, искать работу. Да, с этим все отлично. Детей, насколько я знаю, принимают в школы, помогают Ну, интегрироваться. В ну так о чем тогда, принципе, с этим проблем в нет. чем сложность тогда? Основная сложность это язык, потому что я такой, что думал, я приеду сейчас, ну, месяц, ну, максимум два, я уже буду разговаривать, но я через неделю после того, как приехал, пошел в магазин и пытался бабушке что-то сказать, я даже два слова не смог связать. Я такой понял, ага, молодец, давай иди учи, Почему? и я усиленно, в принципе, каждый день стараюсь учить язык. Без языка, ну, ты ничего не можешь сделать. Ты же до этого ездил, был в Европе, там покупал какие-то билеты, покупал какие-то там шаурму какую-то. То есть ты же общался. Почему сейчас этот барьер появился? Или ты просто это какое-то другое наречие, другие люди? В чем проблема? Нет, дело не в барьере. Одно дело спросить, сколько стоит билет, и попросить его, можно даже жестами это сделать. А другое дело– это общаться на какие-то темы, рассказать, чем ты занимаешься, что тебе нравится, какие фильмы тебе нравятся и что ты в них ценишь. Ну да, да, да. Это не маленький такой разговор. How much does it cost? Или что-то такое. Нет, тебе нужно поддержать беседу, ответить. И не с моим акцентом. Мне до сих пор сложно произношение. Я читаю, стараюсь, но часто я ошибаюсь. Поэтому это практика, 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 упорный труд. И только сейчас я начинаю ощущать, что я могу общаться. Я вот недавно снимал девушку из Бразилии и, ну, в смысле, фотографировал. Ну я понял, мы же все И поняли. я с ней, я с ней, в принципе, общался уже неплохо. Мне уже понравилось. Если сравнивать с той бабушкой, то я уже что-то мог поддержать, рассказать что-то о себе, спросить у нее, и я понимал, что она говорит. О, круто, круто. Ну, получается, что девушка из Бразилии, но она тоже, наверное, немножко не Да, носитель, и да, поэтому вас это объединило. Мгм. да, именно. Она примерно моего же уровня по английскому, и мы, в принципе, нормально понимали друг друга. Но у местных здесь свой акцент, который непонятен даже англоязычному Да-да-да-да. миру, те же британцы. Про это много шуток, Это как бы очень это есть. сложно. Да, да, да. Так, ну смотри, я так понимаю, что у тебя твоя ежедневная рутина, это, в принципе, ты направлен на то, чтобы учить язык сейчас, да? Да, это моя первая необходимость, и я сфокусирован на этом. А вот
когда я слышу такое, ну, такое мнение, что язык, что это очень важно, язык это важно, когда я слышал, когда разговор идет про Турцию, когда разговор идет про условную Ирландию, Европу, Германию, все говорят про этот язык. Но у меня есть такая мысль и такое опасение, что если ты сам по себе бесполезный, по сути, да, то язык тебе не сильно Мгм. поможет. Я сейчас не тебя имею в виду, а имею в виду, допустим, вот мы живем в Крыму, да, много ли среди Мгм. крымчан, обладающих филигранно native такой language, да, такой родной язык, но по сути он просто бесполезный эм, предмет, скажем так. Ты вот этого не боишься, ты этого не опасаешься, что у тебя вот этой начинки внутренней не хватит, и что язык это прям, ну, не вся потребность, то есть Мгм. не все, Мгм. скажем так. То есть я знаешь почему? Мгм. Смотри, я тебе скажу почему. Я это мнение слышал от многих крымских татар, которые уехали, в том числе и Мгм. Ирландию, и говорят, ну, я еду за языком. Я еду за языком, вот мои дети будут учить язык. В принципе, окей, все, вопросов нету, все нормально. Но язык это же инструмент социализации и интеграции. Именно. И получается, Именно. что Язык это инструмент. инструмент. Но что по планам? Вот, допустим, что по твоим планам? Если ты уехал и планируешь жить в этом обществе, вопросов нету. Как ты планируешь этот Мгм. выученный язык дальше использовать? Смотри, я пожил здесь, да, я обзаведусь какими-то знакомыми. Нетворкинг. Возможно, это будут полезные знакомые, с которыми я смогу в будущем контактировать и делать интересные мне проекты. Взять тоже искусство. Я, в принципе, познакомился здесь с ребятами, которые работают в музее. Мне это интересно. И поддерживать даже с ними связь, даже просто банально смотреть фильмы на оригинальном языке, читать книги на оригинальном языке, для меня это уже победа. И мне это интересно. Если я вернусь, и я смогу просто смотреть и читать на английском, для меня это уже классно. Но у меня планы немного другие. Я хочу получить немного другой опыт, обзавестись связями, потому что мир большой и очень здорово, когда у тебя по миру разбросаны различные знакомые. Поначалу я, когда начал учить язык, я заходил в чат рулет, знаешь, да, такое Да, да, приложение, да. сервис. Вот. И с абсолютно незнакомыми людьми я общался, и знаешь, очень много открытых людей, там, и до сих пор мы, бывает, общаемся в Инстаграме, мы обменялись контактами и иногда перекидываемся пару слов. Интересно, интересно. Да, Почему это нет? хорошая практика. И еще очень важно, что ты таким образом снимаешь барьер, когда ты просто стесняешься говорить на этом языке, да? У нас этот барьер у всех есть, Да. и мы все думаем, что вот мы сейчас что-нибудь ляпнем, там, моя, твоя, и вдруг станем посмешищем. А вот эти вот сервисы, в том числе, они помогают человеку обрести какую-то уверенность, да, в этом общении. Именно, да. Так, хорошо. Ну, я как бы сразу скажу, да, что у меня нет никаких претензий к языку, то есть я считаю, что это очень крутой инструмент, и вообще сколько ты знаешь языков, столько у тебя инструментов есть, и это на самом деле постройка вот этого нетворкинга, да, то есть вот этих связей, на Мгм. самом деле это самое Мгм. главное, что может человек создать. То есть количество этих связей, как нейронные связи в мозгу, да, то есть это такая получается, ну, есть же такое выражение с миру по нитке». Вот мне кажется, это как раз-таки вот именно то выражение. То есть когда ты можешь задействовать вот это комьюнити огромное и с ним как-то контактировать, обмениваться идеями, возможно, какой-то работой. В общем, я в этом плане, ну, вполне понимаю тебя. Теперь смотри, ну, так как я понимаю, что актуальность отъезда из Крыма, она как бы не ушла никуда, да, то есть мы продолжаем находиться в этом нестабильном мире, и я понимаю, что сейчас много крымских татар уехало. И, конечно же, Мгм. часть, какая-то часть, ну, у нас нет цифр, но по ощущениям
нормальная часть находится сейчас в Ирландии. И ты знаешь, что я заметил? Я подписан на некоторых людей, которые сейчас находятся в Ирландии, с семьями, то есть вот такие семейные, да, ребята наши. Мгм, И мгм. судя по сторисам, по Инстаграму, у меня складывается впечатление, что они прошли полную социализацию. То есть ощущение, что как будто они где-то там в Добром снимают сторисы, где-то в Пионерском, Мгм. где-то там ну ты понимаешь, да, о чем я говорю? То есть вот Да, этот да, да, да. вот, вот этот вот быт в сторисах, он уже абсолютно органичный. И у меня складывается впечатление, что эти люди готовы и дальше так жить. То есть как будто бы они готовы жить годами и десятилетиями так. У тебя есть такое, у тебя есть мнение на этот счет? Это вот как, есть у тебя какое-то мнение на этот счет? Если я правильно понял, я сейчас озвучу. Многие и до этого держали в мысли куда-то уехать за лучшей жизнью, потому что у кого-то не получалось в Крыму, у кого-то по другим убеждениям каким-то, я не знаю. Вот те, кто изначально думал уехать и не возвращаться, я думаю, они и до сих пор сейчас так и думают. Хотя, может, некоторые поменяли мнение. А большинство, насколько я знаю, вот среди местных, с кем я общаюсь, большинство все-таки реально планируют и в скором времени вот прям возвращаться, потому что они устали, они думали, что будет по-другому, а здесь по-другому, здесь оказывается сложно, здесь нужно работать, как и везде. И в принципе, мне кажется, большинство все же настроены на то, что возвращаться домой, потому что, как я уже говорил ранее, ты чужой везде, это чувствуется. Даже несмотря на то, что ты говоришь, истории смотришь, нет, я не чувствую себя здесь своим. Я все-таки чужой здесь. Это Ну, однозначно, да. возможно, потому что с тобой нет твоей семьи или твоих родителей. А если бы у тебя была с тобой жена и двое детей, возможно, ты по-другому смотрел бы на эту ситуацию. Возможно, возможно. Не могу точно сказать, потому что нет такого опыта. Возможно. Я все время пытаюсь анализировать чувства, которые возникают у меня внутри, и пытаюсь понять их природу, да, откуда они берутся и что они могут значить. И когда я слышу истории, что кто-то из наших соотечественников уехал, допустим, там, ну, опять же возьмем ту же Ирландию, и хорошо там устроились, у меня как будто бы возникает, возможно, чувство ревности, что ли, что люди Мгм. попробовали и реализовали вот этот вот момент, да, и поменяли, скажем так, на какое-то время условия, обменяв это Мгм. на какую-то стабильность, может быть, безопасность и так далее. Мы здесь, кто в Крыму, по разным причинам, которые не уехали, возможно, это невозможность уехать, возможно, это страх уехать, возможно, это реально нежелание уезжать. Но тем не менее, те, кто остались в Крыму, а, возможно, возникает вот такое вот чувство ревности, что вот они уехали, у них получилось, а вот мы здесь сидим, и вот как-то вот так вот. У тебя есть какое-то мнение на этот счет? Знаешь, у меня было похожее чувство год назад, 2 года назад, когда кто-то куда-то уезжал в другую страну, и там он начинал работать, новые знакомства. Я, если честно, думал, вот, тоже так хотелось бы хотя бы на небольшой короткий промежуток времени побывать таким же, увидеть что-то новое, новый опыт получить. Да, и я чувствовал такое. Ну, ты чувствовал, ну да, я понимаю. Но я не хочу сказать, что это чувство захватывает, да, но я понимаю, Мгм. что ну, мы же все-таки немножко образованные люди, да, то есть мы учимся анализировать и чувствовать. И, кстати, я обратил внимание, что много людей, которые там, скажем так, э, порезче высказываются о тех, кто уехал, да, и я думаю, что вот эта ревность, она как-то умножена в какой-то прогрессии, она выливается в такие слова, мол, да, вот они там те, они пятые, десятые, они там
условные предатели, они вот там на колбасу поменяли Мгм. свою родину. Лично я понимаю, что это Мгм. Мгм. очень громкие слова, за которыми ничего не стоит, ну, по сути, да. Мгм. За ними стоит Мгм. какая-то нереализация человека, который это говорит, возможно, какая-то недалекость и так далее. Но я пытаюсь прислушаться к себе и пытаюсь понять, Мгм. все же, кто правильно поступает, кто поступил правильно. И в этой перспективе, да, в короткой, более длинной перспективе, мы Мгм. вообще, вот наш народ, он вообще имеет право вот сейчас на вот такой вот отъезд, на такой разъезд, вот на такое вот, ну, распыление. Можем так сказать, распыление, потому Мгм. что кто-то все равно останется за пределами Крыма. Это факт. То есть Да, это однозначно. однозначно. То есть кто вдруг поймет, что есть, оказывается, мир, в котором а, купить колбасу — это, ну, не предел твоего мечтания. Есть мир, в котором люди уже научились питаться стабильно, и как бы это не национальная идея. Ты понимаешь, да, про что я говорю? То есть Да, 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 да. есть развитые миры, в которых они уже двигаются дальше. Это мы здесь, возможно, думаем о том, как себя прокормить, как прокормить детей и так далее. И людей как бы в этом ни в коем случае мы не можем обвинять. Но факт остается фактом, что часть людей останется за пределами Крыма. Мы вообще, как народ, мы можем себе вот сегодня это позволить? И вообще, как к этому относиться? Вот ты сейчас находишься в Ирландии, я нахожусь в Крыму. Мы можем какой-то общий знаменатель в этом деле найти? Ну смотри, я считаю, нет тех, кто делает правильно однозначно. Ам, Мы это сможем понять только через какой-то промежуток времени. Сейчас непонятно, кто прав, кто виноват. Это сейчас мы не поймем. У каждого свои мысли, свои размышления на этот счет. Я считаю правильно, что можно куда-то уехать, набраться опыта, тоже образование, посмотреть, поработать где-то, и потом вернуться, и этот опыт уже использовать для того, чтобы расти именно дома в Крыму. Почему нет? Мне кажется, это правильно. А как ты считаешь, вот эти люди, наши соотечественники, которые вернутся в Крым, вот с этим ярким багажом опыта, ощущений, эмоций, они как-то поменяют вообще Крым в будущем? Я думаю, да. Да, конечно, поменяют. Потому что если люди поменяются сами, не все поменяются. Вот я знаю опыты, когда люди 10 лет живут за границей и не изучают язык страны, где они живут. И будут и такие, конечно, которые просто поживут и просто вернутся, ничего не принесут с собой нового. Но и будут, конечно же, те, кто принесет и будет это транслировать, взять тот же, не знаю, ту же рекламу, посмотреть, как здесь работают магазины, посмотреть, как в других странах. Многие, я знаю, уехали в США, в Канаду. Ну, по всему миру все разбросаны. И каждый, если вернется с новым каким-то опытом, я думаю, это даст какой-то толчок. Мне так кажется, по крайней мере. Я это так ощущаю. Потому что если ты сидишь в одном казане, да, можно так, наверное, сказать, и ты варишься в этом постоянно, допустим, взять, ты будешь пахнуть пловом. Ну, я не знаю, как аналогию правильную провести. Да, 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 Но я понимаю. если Я понимаю, о чем ты ты говоришь. побудешь в других казанах, и, возможно, ты привнесешь, не знаю, запах какого-то другого блюда, и уже симбиоз этого всего даст какой-то новый продукт. Ты знаешь, я тоже на это рассчитываю. Я думаю, что это правда. Я думаю, что так и будет. Еще интересный такой момент, что Номан Челебиджихан, да, когда у него спросили, что нам делать, как нам стать лучше, и можем ли мы стать лучше, он сказал, что нет, мы лучше стать не можем. Но, чтобы стать лучше, мы
преподавателей и ученых с других стран. И получается, что это, по сути, было чуть ли не первым таким посылом, да, извне принести кого-то, который не пахнет пловом и чебуреками, да, давай так грубо скажем. Конечно же, мы не можем себя характеризовать этим запахом, но это очень такое фигуральное, стойкое выражение. То есть, если мы пригласим этих людей, которые знают больше и глубже, и мы сами сможем поменяться. И если вот в этих пределах мыслить, и можем допустить, что те крымские татары, которые уехали и вернулись, качественно поднимут уровень в Крыму вообще в целом. Своим опытом, своим образованием, своей насмотренностью и своими связями. Почему нет? Потому что те же Именно, связи, да. которые заработаются, они же будут работать и на Крым тоже, в том числе. Сейчас же у нас Однозначно, у конечно. нас же весь мир открыт, вообще никаких проблем нету. Коммуницировать можно без проблем. Да, однозначно. Здесь мы транслируем свою культуру, рассказываем о самих себе, можно сказать, делаем рекламу, да, Крыму, крымско-татарскому народу, рассказываем историю. Кто-то, может, заинтересуется, откроется какой-то фонд образовательный. И да, конечно, от этого будет польза однозначно, мне кажется. Да. Ну, завершая как бы наш разговор, я хочу сказать, что, ну, во-первых, я очень рад был тебя слышать, и я еще давно понял, что ты как бы так глубокий человек, который мыслит, думает, и я уверен, что у тебя еще все впереди, ты еще покажешь себя, проявишь себя, и с метой когда ты уже будешь в Крыму, да, сделав это такое кольцо, такое путешествие, будешь в Крыму, и мы запишем еще один подкаст, где подведем какие-то итоги сказанному сегодня, увиденному вчера и полученному завтра. Да, будем на это надеяться. Да, Ксмет. И буду надеяться, что я принесу что-то новое. Я просто говорю, что было бы неплохо, скажем так, да? Было бы круто, было бы классно, если бы мы имели положительный опыт. И ты правильно говоришь, что время покажет, оно рассудит, и оно укажет, кто был прав, кто был неправ, и мы сможем этот опыт объединить и сделать что-то новое, принципиально новое.